Итак, друзья, всем привет. Так, Вова Драк на связи. Сейчас снимаю с головы девайс. Здравствуйте. Значит, это моя машина Soarer, про которую все хотели видеть, знать. У меня есть такой автомобиль. Вот он. Он стоит в гараже уже давно. Где-то примерно, наверное, около года я его не заводил. Проект, малыш мой. Мой проект будущего, грубо говоря, когда будет время. Машина выходного дня. Таких машин уже осталось очень мало. Вот, и я пытаюсь сохранить. Их уже, наверное, все давно на металл сдали. Жалко, левые колеса спустили 2 штуки. Надо приехать накачать их. Ну что, открываем капот и смотрим. Сейчас я еще возьму для инстаграма сразу же телефон, ребятки, чтобы в инстаграме выйдет первым. Итак, ребята, всем привет, с вами Вова Драк. Это мой автомобиль, 1985 год, Toyota Soarer, Япония. Одновременно снимаю на камеру, камера будет видео, значит, в YouTube, но позже. Инстаграм выходит прямо сейчас. Значит, только пришел в гараж, стояла машина давно. Значит, колеса уже с этой стороны спустили. Около года я ее не заводил. Вот такой здесь мотор стоит. 1JZ GTE. Значит, таких, в принципе, моторов здесь не должно было быть. Это все мой полностью самодельный колхоз, ребята. Значит, что я сейчас хочу сделать? В данном случае я сейчас хочу... Антифриз, смотрите, имеется. В наличии стоит. Потому что тут у меня помпа как-то текла, я поменял помпу. В общем, тут много чего надо делать, это мой проект. Вот. Дальше масло. Ну, масло, оно, я думаю, никуда не делось, потому что я никуда не ездил. Масло жиденькое, еще летнее. Значит, задача. Попробую сейчас я его завести. Завести с учетом того, что он аккумулятор севший и не заводился. Попробуем, друзья. В салоне тут тоже у меня далеко все не собрано, как в Soarer, ой, как, извиняюсь, во Freightliner. Так, ребятки, ключ, как говорится, на старт. Послушаем, получится, нет? Попробуем завести. Итак, ребята, вы все слышали. Про это можно сказать только одно, друзья. JZ рулят 100%. JZ. Здесь будет делаться сильнейший тюнинг, кулера и все такое. А до этого здесь стоит колхоз из того, что было, друзья. Все, что здесь вы видите под капотом, здесь нет ничего родного, кроме вот этой железной штучки, стаканов, ну и, грубо говоря, корпуса. Ну, радиатор, правда, еще родной. Все остальное колхоз. Даже вот этот пневмоусилитель тормозов стоит уже от свежего Soarer. Машина завелась, работает. Никуда я на ней сейчас выезжать не буду. Но, собственно говоря, я удовлетворил свое эго. То, что машина у меня заведется. Масло есть, антифриз есть. Все работает. Прогревочные обороты, вы слышали, были и есть. Сейчас еще обороты падут. Значит, стоит сзади банка, вот это вот. Я ее покупал, сам, соответственно, ставил. Выхлопная система полностью самодельная. Значит, 2 резонатора. Значит, получается, что они сделаны, как запараллелены и совмещены в одну трубу. На выходе стоит банка Kakimoto Racing. Ну все, ребята, я еду во Владивосток. Супруга моя стоит, ждет. Она нервничает, что на поезд надо. Глушим, снимаем аккумулятор. Малыш мой, умница. Дойдут когда-нибудь до него руки у меня. Все, всем спасибо за внимание, друзья мои. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, кто случайно в инстаграме. Канал Дальнобой 27, Вова Драк. Все, всем пока, спасибо. На вокзале, ЖД вокзал, Хабаровск. Еду во Владивосток. Машина стоит там на погрузке. Рейс на Якутию. Все, лицом больше не свечу. Надеваю девайс на голову.
зарядить телефоны. Ремень. Карантин еще не отменили? Здрасте. Скажите, вот, не знаю, вам видно будет, какой тут паровоз на 18:32. Вторая платформа. На Владивосток, да? Угу. Спасибо. Не подскажете, там этот переходы сейчас работают? Подземный? Нет, или надземный, или подземный. На вторую платформу. А вот здесь только заходим, да? Все, понял. Так, паровозом сюда. Ага, наверное, сюда, да. Бегом. Все. — 16:10. У нас время еще есть. Паровоз раньше не должен пойти. Что-то все опаздывают. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка. Пассажирский поезд номер 310. Это первая? Вторая. Мне сказали, что мы не дадим. 11 вагон. Какие не порки мочи? Что там, билет достать? Бумажный, может? Бумажный достану. Какие не... Вагон 11. Знаете, в чем фишка? Сажусь я, да? Говорю, я за свой счет покупаю, боец у меня по ВПД. Все, у нас только свободные, общие. Я говорю, если боец общий, я общий. Вот и все. Все, Мне давай, паспорт. побежали, что, лишь бы нам успеть нам. Там уже по паспорту все уже у вас есть, да, наверное? Проходите, 26-е место у вас. Угу. Понял, спасибо. 26-е, где-то здесь, вот слева вверху. Пока сумки сюда. Ботинки отправляют. Непонятно, да? Кто-то уезжает человек. Все, пока, девочки. Так, мой номер 26. Короче, мой номер наверху, ребятки. Нижних билетов не было. А, они были дороже, короче. Нижние были дороже на... Сейчас вы не поверите, на... Что-то, по-моему, чуть ли не 800 рублей. Вот я и в вагоне. Еду в Владивосток. Там мне Женька пригнал машину на погрузку. Она сейчас стоит на погрузке. Там ее потому что несколько дней загружают. На Якутск. Время у нас по Хабаровскому 6:30. Отправление поезда в 32 минуты. Завтра утром где-то в 9. Или нет? В начале 10-го, по-моему, да. В начале 10-го буду в городе Владивосток доблестном. Вот, там я еще не знаю адреса, но Жекой созвонюсь, он мне скажет. И, значит, возьму такси, доеду. Ребята, всем добра. Мой утренний чай. До Владика осталось меньше 30 минут. Низководный. Отсюда видно. Вот он, друзья, низководный. С этой стороны. Что-то он такой погнутый прям. Или так должно быть. Все, всего вам доброго. До свидания. Приходите к нам еще. Придем. Здрасте. Это... Запястье
поезд, откуда пришел? С Хабаровска. Ну, я не знаю, откуда он шел вообще. Я в Хабаровске сел. Погодка у вас тут что-то Да хмурая. вот сегодня. В Хабаровске дождик пошел. солнце. На 3 дня же вот эту погоду передали. Коронавирус отменили уже, нет? Да, как бы... Вот эту эпидемию или как там? Да Ну, нет. карантин. На 31-го же там. Потому что все время что-то продляют. Да? Я вот сейчас тоже в маске вышел, стою, посмотрел вокруг, все без масок ходят. Вон он мой красавчик. Всего хорошего. Так, сколько я вам должен? А, здесь у вас цена поездки, вон, смотрите. Вещи надо будет забрать, еще не забыть. А, сейчас, да, кстати, открыли. Как-то это тоже были Ага. строители вез, они сумку с инструментом оставили. Хорошо, я там рядом живу, я дома, возле дома оставил. Вы знали, где это, да? Не, они мне позвонили, я А, говорю, ну, вам понятно. просто повезло. Ну, понятно. Спасибо большое. Они спустились с верхнего дома. Я говорю, подходите. А я что-то тоже забыл, и все. Понял. А она стоит так вот, они, ну, забрали. А еще на следующий день утром опять их заявка от них ушла. Ну, понятно. Ну, Ладненько. ладно, спасибо большое вам. Всего Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Ага. Руки потом надо помыть, да? Спиртом, Ну, сейчас такое время, да? Спасибо. Может, за сегодня загрузят. Надеюсь. Так, ребятки, значит, моя задача, сейчас переоденусь. Колесо пустое, надо что-то сделать с ним. Два варианта: ничего не трогать, доехать до шиномонтажки, починить. Второй вариант: вот, перебортировать на это, оно не спускало. Либо оставить его как запаску. В общем, ребятки, вот это что-то подспускает, непонятно. Вот это. В общем, ладно, пойду сейчас проверю масло, антифриз, машинку заведу, проверю, как там, чего там, поднакачаю воздух. В общем, посмотрю, как что. До этого я масло менял, еще никуда не ездил на нем. Так, половина уровня. Так, в запасе у меня еще 5 литров есть. Мы до полного до трассы не наливали. Можно сказать, почти верхний уровень на холодную, так что с антифризом хорошо, ничего не уходит. Заведем. Все, аккума, все нормально. Сейчас смотрим давление, все дела. Одна ошибка, давление 50. Ошибка у меня, ну, та же, которая по печке, говорят люди. Не знаю, что за ошибка, надо будет на диагностику свозить. Open 146 S011-05. Не знаю, может, это 5-я форсунка, хрен его знает. Да я уже переоделся, подготавливаюсь к рейсу. Сейчас буду заниматься колесами, и вот эти вещи мне надо еще где-то разместить. В общем, все, что здесь лежит. Вот эту запаску хочу подвесить вот здесь. Стянуть ее стяжками, подвесить. Надеюсь, она не потеряется. Что изменилось с того момента, как я пришел сюда в машину? А? Конечно же, сразу же стал бардак. Как все, я опять тут все испортил. Значит, ладно, капот можно закрывать, тут ничего страшного. Я там с лампочками разбирался. Вот такие лампочки найти нигде не могу. Видите, прямые цикаля. Обычно идет у них сразу на бок. Если я на бок буду сюда ставить, то получится так, что я не смогу, ну, она будет упираться здесь. Что она вот в эту сторону упирается, что сюда упирается, именно верхняя. Сюда можно с боковым цоколем поставить. А они разные. Здесь вот под, по-моему, тут под 2 этих, а тут под 1. Или наоборот, не помню. Там такие, знаете, замки на этих. Вот. Значит, дальше. Это я вытаскивал саморезики. Смотрите, все это лежит. Видите, как что происходит. Вон там у меня заряжается шуруповерт. Ну что, заклеил я сегодня энергочи скотчем, потому что резинок у меня нет специальных. Дальше повесил вот эти 2 фонаря. Смотрите, что с этой стороны, что с той. Они светят прямо вот сюда.
По идее не должны слепить. Но если будут слепить, я разверну. Но я направил, что пучок падает в эту сторону. Посмотрим, кто будет обгонять, чтобы это не мешало. Дальше. Поставил вот такой фонарик. Сейчас габарит у меня включен. Как раз на жопе будет, ну, видно, наверное, его. Я так думаю. Дальше. Погрузка уже почти завершается. Вот такой вот груз у меня. Ага, вот эти фонари, друзья. Вот этот поворотник и вот этот поворотник я поменял за сегодня. Ну, что еще могу сказать? Колеса понакачал, все попроверял. Одно колесо так распускает. Итак, друзья, начинается движение. Вечер на дворе. Владивосток, Василковая, 17:55. Загрузили. Сейчас буду отъезжать. В Владивостоке распогодилось. Погодка хорошая. Стекла, правда, грязные. Протереть не успел, ребята. Протру еще. Иду на горнячки. Пока привыкаю к телеге, привыкаю к грузу. Не знаю даже, как она тормозит, как она едет. Пока не знаю. Пока эксперименты. Еду, друзья, через Снеговую Падь, через новый микрорайон, который очень красиво выглядит сверху. Грузовикам здесь ездить нельзя, был знак. Грузовикам движение прямо. Кто не местные, друзья, здесь, в принципе, в этом торговом центре есть все. И аптека, и ДНС тут был, не знаю, есть сейчас нет, электроника, все такое. В общем, все есть. И покушать. Я помню, долго искал, где бы купить. Мне аптека нужна была. Он нашел именно здесь. Прошел очень много. Когда на скане работал, искал тогда. Друзья, погодка замечательная. На выход из Владивостока. Я еду сейчас и думаю, где же мне сделать колесо, чтобы вот так вот не крутиться, потому что я тяжелый, чтобы телегу не заламывать. По пути, чтобы все было. Пока не знаю, думаю. Погодка шепчет. Красотища. Ребятки, пойдемте посмотрим, что я натворил. А натворил, собственно говоря, еще ничего. С телегой. Как фонарики светятся. Вот этот надо поставить. Вот этот. И вот эти два заменить. Короче, все надо делать. Ну вот эти штуки прикольно светятся. Я их направил на колеса с обеих сторон. Не знаю, бьют они по глазам, нет. Тут уже почти ничего не работает. Это уже сильно все устало. Интересно, что там опять тормоза перегреваются. Короче, тут колодки я не менял на одном этом колесе. Но нет, вроде ничего. Тормоза, короче, тут заклинивали. Я их свел полностью. Да. Чтобы они не тормозили. Это колесо пустое, я думаю, надо поменять. Что на монтажик не нашел, ребят. Вот таких фонарей у меня еще есть. Сколько? 5 штук. Видно сейчас точку. Правый поворотник, все такое. Вот так моргает. Грунт такой мягкий. Я остановился, и машина такая туда-сюда чуть-чуть катнулась, и все, и остановилась, короче. Так, вот это колесо почему-то теплое. Внутреннее. Почему, не знаю. Вот это надутое все. Обычно нагревается то колесо, которое на которое больше нагрузка. Ну что, нормально? Не знаю, посмотрим. Может, я их потом еще ниже опущу или как-то по-другому на дорогу разверну, чтобы все колеса было видно. Лишь бы не светило людей. Ой, не слепило людей, самое главное. Сейчас жду, мне привезут колеса, запаски и масло трансмиссионное. Вступится долить телегу. Вот такой вот красавчик. Красавец. Вон там надо лампочки сделать еще. Ребята, на дворе наступила уже ночь. Хотите в кадр? А?
кадр хотите? Какой? А? Какой? Вот в этот. Не знаю, видно нас? Это легендарные ребята на трассе. Все, мы легенды. Короче, ребята привезли мне запчасти, масло, все дела. Спасибо большое, повесили. Вон там Владивосток, вон там Хабаровск. Сейчас буду менять колесо. Что делать? Жизнь такая штука. Хочешь, не хочешь, а надо. Ладно, ребят, что могу сказать? Спасибо вам огромное, помогли мне. Ребята, и как бы мне этого не хотелось, я это сделал. Осталось бардачок закрыть, чуть не забыл. Все, запаска поменена, все стоит на местах. Руки грязные, вспотевшие, все как надо. Ну, в общем, запаска теперь у меня пустая. Новоспасске цементный завод, заправка. Наверное, заночую-ка я здесь. Уже 2 час ночи. Думаю, есть смысл отдохнуть. У вас наступит утро очень быстро. Ребятушки, поставил будильник вчера на 6 утра. Как вы думаете, сколько времени? 10:20. Я на 6 утра не слышал. Да и не беда. Никто не торопит никуда. Я примерно внутри себе организма дал такую, скажем, свободу. И поэтому у меня не активировались внутренние резервы. Поэтому вот сейчас проснулся, обошел машинку. Думаю, что-то, блин, у меня в салоне не очень. Вытащил все ковры. Сейчас я тут продую своим пылесосом вот этим. Отсоберу. Ну и, как говорится, поеду дальше. Мне завтра только ехать дальше из Хабаровска. Сегодня ночью буду ночевать дома. Так что суеты никакой. Вот такие дела, ребятки. Поспал я немножко. Сколько я поспал? Ну, я лег в 2 где-то. Нормально так. 8 часов. Друзья, сейчас заеду на кафе «Ласточку». Покушаю. Значит, хотел поговорить по поводу панельки. Вот вы сейчас видите, у меня разобранная панель. И, наверное, сразу же вопрос такой. Почему ты не соберешь панель? Тебе что, лень? Ты что, лежишь там на диване? Или ты там бухаешь каждый день? Неужели так сложно ее собрать? Ну, по идее, вопросов много может быть. И такого порядка тоже должно, ну, скорее всего, есть у людей мысли. Так вот, ребят, если бы мне совсем было делать нечего, то я бы, наверное, первым делом собрал панель. Потому что если бы не панель, я бы не смог никуда ехать. А так без панели я и еду. Я вон Якутию покорил 3 рейса, грубо говоря. На поломанной машине, на абсолютно не готовой, как вы сказали. В данном случае панель у меня разобрана. Но я об этом тоже думаю, что как бы эстетика, все дела нужно делать. И совместными усилиями, значит, благодаря Костику Кемерову, некоторые люди его знают, он у меня уже фигурировал в кадре, эта панель будет скоро собрана. Она у меня лежит вон там сзади, на полочке, на верхней полке. Я не знаю, видно, не видно, но она лежит именно там. Она отмытая, чистая. Костик ее отмывал, наверное, полдня потратил, чтобы она была, ну, пришла, как говорится, в норму. Там надо было отдирать там наклейки, что-то еще какие-то от скотча и так далее. В общем, на ней сломанные кронштейны, друзья. Может, 1-2 есть, а остальные все сломанные. Она просто так, если сюда поставить ее, она будет как бы дребезжать, греметь и не будет ровно стоять. Мне такое не нужно, я лучше без нее буду ездить. Примерно так, ребят. Панель встанет на место, все будет, конечно, красиво. Еще есть один момент, у меня там один датчик есть, вы, наверное, слышали не раз. Слышите, шипит. Это когда нажимаешь педаль тормоза, срабатывает датчик. И он через себя пропускает воздух. Я этот датчик поменяю, может быть, не знаю, в Хабаровске куплю или еще где на разборке. И потом уже можно будет закрывать, там особо ничего больше не держит. Вот такие дела, ребятки. Насчет панели. Ласточка, друзья, кафешечка. Надо зайти покушать с утра, иначе потом опять будет некогда. Сейчас до сих пор продолжается коронавирус. Кафешки не работают толком, то есть все на вынос. Я приобрел еду. Скажите, где она? В машине не видно. Сейчас я вам покажу, где она.
Тут она выдается вот таким вот образом. Вот так примерно, друзья. Сейчас это я поем, потом все верну. Но по большому счету, если взять, в принципе, удобно. Нормальный подход, главное, чтобы было вкусно. Да, друзья, забыл сказать, приятного мне аппетита. Вот такая еда. 508 рублей. 558 рублей. О как. Немало. Сейчас в наше время. Дали хлеб. Горчица. И сухарики, наверное, для этого супа. Нарзан. Зашел в магазинчик М60, ребят. Похвастаюсь, что купил. Смотрим. Значит, пакетик. Вытаскиваем. Лента, к сожалению, была последняя. Здесь всего 70 сантиметров. Я хотел 2 метра. Это у меня будет на задний бампер. Ладно, ну тут я могу сколько? Тут 3 штучки, наверное, вырезать. Или 2 по краям. Дальше. Значит, у меня катастрофически, не знаю, исчезают куда-то ключи, не хватает. На 10 очень важный ключ, очень нужно. Трещотка, у меня сатовская там лежит, но она не работает, я не могу ей пользоваться. Взял дешевый вариант. Почему дешевый? Потому что, ну, не знаю. Трещотка для того, чтобы легко крутить, а не сильно. Поэтому, думаю, мне подойдет на первое время. Значит, такая трещотка, средний размер, тоже взял, тоже нужна. Головки есть, а нечем пользоваться. Так, дальше. Еще взял. Для ключей вот эту штуковину. У меня 2 ключа. Ну или, грубо говоря, когда ты уходишь на шее, в принципе, относительно удобно. Френдлайнер. Вот такой вот тут логотипчик, да? Дальше, на 14 побирался. Ключа не было, спрашивал, короче, там на базе у людей, дали мне ключ, ну, вспомогашка, короче, на 14. Значит, я пока на базе ремонтировался, мой на 14 куда-то ушел, не знаю. Маленькая трещотка. Сатовская лежит, но не работает, смысла нет. Поэтому взял маленькую трещотку. Ну, что там еще за подарочки у нас? Ну, и просто герметик. На всякий случай, потому что очень нужен иногда бывает. А большой объем не стал брать, потому что он заканчивается. А так, на всякий случай, хватит и маленького. Итак, ребят, момент. Вот, у меня прикурка. Помните, у меня тут провода висели, все вываливалось. Я брал у Гиви ее за сколько? 250, что ли? Здесь она стоит за 200. В принципе. Покажу вам то, что у меня тут происходит. Вот эта канитель. Не знаю, родная френчевская вот такая вот штука должна быть. Пластмасска, но нигде нету, они раньше были. То есть меняешь пластмассочку, и она защелкивается туда, и все. И все, защелкнутая стоит. Это на закрутке, откручиваешь, я там провода присоединю, и будет торчать. Не будет она теперь вот так выпадать, вот так вот висеть, и проводами вот об этот металл тереться. Все, сделаю. Потихонечку, грубо говоря, своего мальчика радую. Ну, мальчика что, вот купил фрикурку, да, для френча вот это, для ключей. А остальное идет уже для меня больше. Хотя тоже мальчика ремонтировать. Не знаю, какое тут качество, честно говоря, какой-то отстой, извиняюсь. Ну ладно, посмотрим. Выглядит ужасно. Да, еще такой момент. Нужны вот такие лампочки. Такая нужна была лампочка. Но, к сожалению, уже во втором магазине нету. BH4A. Разъем. И есть погнутый только, а это прямой. А погнутый мне не подходит, согнутый вот такой. Не вставляется у меня там клемма, фишка. Вот такая ерунда, ребят. Это ближний свет на правую фару сейчас. Проехали Шмаковку, горные ключи, поселок. Обычно я в это время не езжу, редко бывает. Обычно ночью вот здесь всегда как-то так застает ночь. Темно здесь. Значит, что хочу сказать. Здесь, по-моему, по осени распускаются лотосы. Раньше вот этой площадочки не было. Ее сделали. Освещение сделали, видите. Такая смотровая площадочка. И здесь росли много-много деревьев и кустов. Их все постригли, убрали, чтобы проезжающие люди могли увидеть это чудесное место. Сейчас пока что этих лотосов нет. Надеюсь, они вырастут. Under pressure, no more time.